История Осетии Алании своими корнями уходит в далекое прошлое, и по мнению многих известных выдающихся исследователей Кавказа, историков, заслуживает большого внимания. До наших дней на территории обеих частей Осетии сохранилось большое количество архитектурных памятников, которые поражают своей величественностью и значимостью. В отдаленных горных ущельях, на крутых склонах и сегодня высятся родовые и боевые башни наших предков, оборонительные сооружения, в которых гордые и воинственные горцы укрывались от частых набегов неприятеля. За долгие века многие из них частично разрушились, но величие и значимость ощущается и по сегодняшний день. Гость нашей сегодняшней передачи – один из тех, кто посвятил свою жизнь изучению осетинской истории. Автор популярных и нашумевших книг «Три слезы Бога» и «Каменные драконы Алании». Художник, реставратор, человек, который с единомышленниками, такими же патриотами, как он сам, восстановил 11 святилищ в Северной Осетии и, самое главное, святилище Реком. В Южной Осетии он начал восстанавливать комплекс вокруг Багиатского источника в 2007 году, но по объективным причинам работу довести до конца пока не удалось. Слава Джанаев – патриот, горячо любящий свою родину, преданный душой и телом осетинскому народу. Мы с трудом уговорили его согласиться на маленькое интервью нашему телеканалу. Очень великий у меня отец был. Он военный был. И так получилось, что я тогда и даже язык не мог знать толком. Он знал, он мудро поступил, он взял и патриотизм мне внушил. Я рисую, я всегда его изображаю, отца. Заниматься памятниками – другое понятие, это называется ведомый. Когда ты сам не руководишь собой, это какая-то сила к этому ведет. Непонятные вещи, например, если бы Реком сгорел сегодня, мне бы никто не дал его восстановить. Я и когда его восстанавливал, тогда уже разговоры шли или не восстанавливать, или построить белокаменную церковь на место него. А тогда развал был страны. Патриоты собрали, кто мог, чем помог. Ребята, которые решили поработать. И вот восстановили. Я так рассуждаю. Даже годом раньше или позже он бы сгорел, или бы он не был восстановлен, или бы там стояло что-то другое. До пожара это был проходной туристический объект. В купальниках девушки ходили. Над Зуаром стоял камень, на нем надпись «Скала любви». Подтвердилась осетинская легенда о том, что когда люди нагдав митают коты, там и ферфсармия, адамы тарганжат, райстая хима реком. Сооружение стоит на обширной зеленой поляне Реком и Фас на левом берегу Цейдона. Напротив высится угрюмая громада горы Монах. Реком – это сруб, сложенный из толстых сосновых бревен толщиной до 35 сантиметров. Это наиболее почитаемый осетинский дзуар. Бревна положены точно так, как в древности на Руси. Гвозди или скобы не применялись. Внутри Реком состоит из двух помещений – узкого и длинного предела с южной стороны и большого основного помещения молельни. В 1882 году Миллер так описывал Реком. Карниз здания украшен множеством турьих и оленьих рогов. Сама часовня состоит из двух отделений. В первом мы видим кучу разных стрел, второе есть собственно святилище. Вдоль алтарной стены идет широкая доска, уставленная всякими приношениями, накопившимися в течение многих лет. С западной стороны дверь обшита кованым железом. Кроме того, дверь усеяна свободно двигающимися железными колечками. Надо думать, что их звон имел какой-то магический смысл. Внутри Рекома вторая дверь, на которой есть изображения, характерные для кабанской и северокавказской культур эпохи бронзы второго тысячелетия до нашей эры. Когда был построен Реком? Почему он сооружен из дерева, а не из камня? Эти вопросы поставлены давно, но точного ответа на них нет и сегодня. В 1936 году Реком реставрировал архитектор и художник Щеблыкин. Археолог Пчелина выполнила на его территории раскопки. Было найдено фантастическое количество предметов, свыше 11 тысяч. Сейчас они хранятся в Северо-Осетинском музее краеведения. Часть предметов очень древнего происхождения, первое тысячелетие до нашей эры, что дало профессору крупного права отнести святилище к эпохе кабанской культуры.
Однако истоки этого знаменитого Дзуара Осетии скрыты в глубине веков. Оборонительные башни, которые на Кавказе есть и в Ингушетии, и Чечне, и в Сванетии, да, и в других, в Тушетии, там есть они, но они, большинство из них, да, так сказать, почти все, и там они приспособлены для стрельбы из лука. То есть до монгольских и тимуровских нашествий они были построены. А в Осетии башни, в основном после Тимура, то есть начиная с 16 века, то и те есть башни, и еще после 16 века, это которые предназначались для огнестрельного оружия. Они у нас. То есть никто на Кавказе не смог переделать башни на огнестрельные, а стены смогли. Это первая ложная такая легенда запущена, что, мол, нам соседи делали башни. Нет, это ложь, потому что они бы тогда у себя тоже такие делали. Но они их не делали у себя. Значит, это чисто наше производство. Это очень большая культура. Очень большая культура, связанная с башнями. Каких святилищ больше, женских или мужских? Наверное, в 10 раз больше женских. Во-первых, у каждого мужского звара есть женский мадмайрам, да? Есть еще Алларды, Рынебардуак, там есть такие звары. Но, кроме того, все осетинские башни заканчивались в Аттагвалак или Хсинебадак, или Сылгой Мактыжвар. Потому они не сохранились. Это еще, кроме фортификационной борьбы, была такая против укреплений. Она была еще идеологическая. Надо было вот эти основные места молитвенников, женских молитвенников уничтожить. Помните, маленький мальчик приходит к Урызмагу, Мартыбастай, Чиршидеви, Янумлапу, и говорит: пойдем со мной в поход. Урызмаг старый уже, не хочет идти, и в скорое время отказаться нельзя. Шинарт балцы наша, винартон вагналвай. И он такой расстроен: завтра приходи. Он приходит, жена его, Шатана, спрашивает: шал катайканес. Она мами лаппурбашиди балц мамахона, мамы на азагандарнай, фала мабундарнау зарундлактан. Тахскадам макан, истамал канжинан. Райс ассарастар там и дамаст. Медамаш — это пироги сладкие. Вот в Южной Осетии еще делают женщины, которым райстар ронг. Ронг — это сладкий напиток, медовый. Седи авдам тагвалама, машига авдам тагвалама. Или хсинебадан. Маургисков тахшалма. А фажмаша сваренка смит ибон марваренка. Но они все равно пошли в поход, и она находилась там до тех пор, пока они были в походе, и молилась за их неудачный поход. Так же было и когда мужчины наши вот сейчас воюют, Донецкие, вот как бы было хорошо. Их спрашивают: а как? Многие вопросы задают. Как за них? А за них женщины молились, сестры, матери, жены. А где молились? Молились вот на этих 7 или 5, потом сократились уже 5 верхних этажах башень. Потом башни у нас и разрушены, потому что это наша совсем не темная идеология, очень чистая.
возрождение в башне обязательно будет. Оно, в принципе, уже есть в каком-то мере, но все в примитивной форме такой. Оно уже должно свою другую форму найти. Уже они, как оборонительные, они уже не нужны, это лишнее. Они должны быть как ритуальные, как такие, которые какую-то уже другую потребность, духовную потребность будут приносить. Один мне рассказал, старик в горах, он говорит мне: хочешь об этой башне узнать? Я говорю: это горный Санива был. Давно это было. Я говорю: хочу. Тогда, говорит, слушай, вот здесь парень и отец воевали во время абхазовских походов. И, в общем, неделю дрались на Кул, это место окопа, вот Кул-Амат, вокруг. А потом это случилось такое, что этот порох кончается, еда кончается, и отец сыну говорит: иди на юг и принеси оттуда порох и еду. А сын говорит: если я уйду туда неделю обратно, ты здесь или от голода умрешь, или тебя убьют. А он ему говорит: не беспокойся. Сдам масыгма басовжинан, урдыги хатчинан, мамен юкори кудиубон уджени. Измененное время. То есть там можно сохраниться дольше. Вот такое это. Она же учащенная пирамида, это уже из области там других тем. Но, возможно, что-то в этом есть. А это иначе, почему? Не только из-за того, чтобы во время обороны хранили там продукты. Наверное, из-за того, что еще и они, наверное, там больше сохранялись. Наверное. Во всяком случае, все это делалось с технологиями. Многие начинают говорить, сильные люди были, они поднимали такие камни. Кто-то придумает другие эзотерические версии, они могли поднимать камни от притяжения, избавлять легкими, где всякие темы есть, придумывают. Но на самом деле есть технологии, были краны, были насыпи, которые им затаскивали, потом эти насыпи убирали. Там много очень технологий, приспособлений, как делали башни. Просто единственное, надо отойти от понятия того, которое тоже опять историки внушали, что богатые делали на растворе, бедные без раствора. Нет, наоборот, богатые делали без раствора, бедные делали на растворе, потому что богатой, сильной фамилии нужны были люди, чтобы такие камни поднимать. Некоторые башни даже на 3-м ярусе больше тонны весят камни. Так что, нет, это были те. С сегодняшними технологиями это очень легко можно делать. Просто не надо отказываться от этих технологий. Дело в том, что у Астин всегда было стремление к прогрессу. Когда на Кавказе еще стрелами, Астины уже через вот эти трудности уходили, где-то приобретали порох, приобретали новые виды оружия. Башни, я говорю, уже приспособили под огнестрел и так далее. Это технология, это умение, это постоянное стремление к прогрессу. У Астин вообще вся идеология, еще раз, понятие отношения к Богу, это стремление к знаниям. Это всегда поиски. Всегда поиски. Так что это, еще раз повторяю, совсем не темный век, не темные времена. Наоборот, пока это было, они шли вперед, поднимались, развивались во всех отношениях. Даже в плане языка. Проблемы тоже нет. В языке вообще нету проблемы. Например, Шалвзак Зонасвиял, когда это все Астин было, в одной семье было 5 языков минимум. В одной семье детский язык, невестский язык, охотничий язык, военный язык, хати акзак, вайшадан акзак. Сколько этих языков было. Все в одном языке, в одной семье. Поэтому это не проблема. Главное, эта идеологию надо поднять. Она очень красивая, чистая. Она чистая, она абсолютно не агрессивная, не фанатичная. Ее поднять, и все, будущее будет.
превентивной карательной экспедиции 40-х, 50-х годов только в Наре было разрушено 50 семиярусных башен. Я еще раз повторяю, почему вот в соседних республиках, допустим, не разрушались? Они особой опасности не представляли. У них метр толщина стен, они пробиваются пушкой. А эти не пробивались пушкой, их надо было разрушить. Поэтому их разрушали. Они как-то рассредотачивалось население, разрушались. Южные осетины конкретно не хотели подчиняться грузинским князьям. Конкретно не хотели. То, что в Россию стремились, это ясно. То, что хотели с Россией быть в союзе, это ясно, это отрицательно. И то, что мы уже сколько раз это будем доказывать, что мы жить хотим с Россией. Есть, конечно, с соседями надо хорошо жить, но это еще долгий процесс. И поэтому этого бояться не надо. То, что была правда, надо говорить. Иначе, когда это... У Осетин хорошая поговорка есть, ее надо знать. Масык бандуры ламадаву. И это понимается так. Это будущее строится на памяти предков. Если ее потерять, память, у нас будущего не будет. Некоторые башни, правда, местное население говорит, да, так, чтобы пощадить, давайте, мол, мы его подорвем. Сами поджигали, как бы, а есть временно это постоянно. И так и осталось. Никто не восстановил. Так бы, как бы меньше, чтобы разрушение было, хотели, и, ну, так получилось. Каменная кладка без раствора, этому надо учиться. Это гораздо сложнее, ну, наверное, на порядок сложнее, чем на растворе делать. И они же все не только хорошо стоят, они еще и выдерживают землетрясения, все такое. Они очень хорошие башни, безрастворные башни. Просто надо научиться это делать. Это делается несложно. Один раз хотя бы за все это время, за которое вот мы пытаемся восстановить, создать реставрационный центр, если бы создали его, уже какая-то группа мастеров бы была, и уже бы восстанавливались. Это одна. А другая сторона, то, что надо смотреть в эту культуру Осетии. Осетинские башни имеют много видов, очень много видов. И они развивались от вот этих ранних для лука стрельбы, да, с разными, с машеккулем, без машеккулей. Потом толстостенные, растворные, безрастворные, оштукатуренные, не штукатуренные. Их много разновидностей башен. А как они развивались, она бы сейчас развивалась бы тоже. Вот это развитие, какое бы было сейчас, об этом тоже надо думать, развивать. Они должны сидеть, я, например, вижу, они должны быть изящными. Они должны быть гармоничными. Первое, что их задача, они не должны быть уродливые колпаки или огромные, которые вот сейчас по сети некоторые понастроили, испортили старые памятники, а должны представлять собой нечто такое, которое, ну, привлекало, которое так вписывалось в гармонию с природой, да, что как будто это так и было. И это одно. А второе, так надо делать, чтобы ощущение старины сохранялось. Это было бы красиво, конечно. Ну, естественно, все, что рядом, тоже должно быть такое. Ну, это большой процесс. И пицца, всякие вот посторонние элементы заносить в горы. А какой простор для южных осетин. Там одни квари, если возродить вот эти лоджии, веранды, те дома, которые были в древности. Я не знаю. У нас есть один плюс, я вот сейчас работаю, концепцию какую-то делаю для Южной Осетии. Получится, у нас же целые ущелья есть заброшенные. То есть, ну, например, вместе сейчас, или вот в Сванете, чем знаменита башнями, да, их восстанавливают, там уже много восстановили. И восстанавливали все после военного времени, в отличие от нас. В Осетии все разрушалось и давали разрушать. А там восстанавливали, но там между этими башнями стоят дома с уже современным покрытием, все, и уже разрушает весь вид. А у нас есть места, которые сейчас разрушены, просто разрушены. Их можно как памятники с нуля, просто как комплексы восстанавливать, как Ерман, например. Что за место? Ерман, Ходз. Вот есть у нас такие места, которые просто шедевры. Их просто восстановить.
есть такие замки, которые были меньше, а есть, которые были, наоборот, больше. Например, чеховский замок был почти в 2 раза больше в аланское время. Потом сократился во время Амилахвары, когда было его как бы одно время. Вот. Но все равно есть и то описание, что его брата Алан туалцы забрали, туальцы назывались южные, забрали его и долго его держали. А потом, когда у них уже при карательных экспедициях забрали, они грозились, есть такое описание, они грозились его вернуть, как бы свой главный центр. Там что расположение их, что линии их, что вот они так же, как башни, вот связаны с другом, все эти замки связаны с друг другом. Они по югу Южной Осетии находятся, и все оборонные стороны смотрят на юг. То есть они защищают север. Во всех замках Южной Осетии есть слои. Ранние, до монгольского периода, и, например, в Ачабете. Что мы там сделали? 2 бойницы. Нижний ряд, видели, там бойницы 2 восстановили. Какие бы. Она была одна разрушена полностью, остались ее нижние следы, а другая была более-менее целая, без верха. Вот эта бойница конкретно для стрельбы из лука. То есть уже говорит о том, что она уже тогда была, когда это был Туальский замок. Двальский, они как грузины называли. Но это же еще лицо Цхинвала. Надо же его делать. Это надо делать. А его можно еще использовать. Многие вещи. Под музей, под филиал научно-исследовательского института. Выше говорит, что замок, вот это мне больше. Вот это малый замок, который не дотронуло уже как персидско-грузинское влияние. Он конкретно такой, какие вот здесь на севере есть. Малые замки, они небольшие, но это очень хорошая тема. Малые замки – это хорошая тема. Почему? Потому что это говорит о том, что народ был в какой-то мере равноправный. То есть все цари. Мы скифы все цари, типа такого. То есть такие простому люди не позволили просто людям взять. Что вот этот, который Хнатхей, там, камень, вот где пещерная кладка, видели, да? Пещерная ходы в камне. А ведь над ним еще и замок. Это сколько культур. Вот эта пещера, это, я думаю, античный период. Естественно, возможно, было и христианский. Невозможно, а был христианский. Там много слоев, и христианский. Но самое главное, на самом верху, на нем, на самом камне, остатки настоящего замка. Памятник – это самый главный свидетель. Все юго-осетинское время, например, башни, которые рук. Есть описание интересное. Описание Эристава Арагвийского. Он в плен попал русским осетинам. И он описывает. Но осетины пленные ходили свободно по городу, по поселку. Их не держали, они никуда не могли убежать. И за них требовали как награду, там, выкуп, описывает. Селение рук около, нижний, верхний, средний, около 100 семей. И почти каждая имеет свою башню. Это 100 башен в этом селении. Самое большое селение, вот, которым сегодня туризм там вовсю развивается, это Ужгуль и Мессия. 2 вот этих селений в Сванетии. Там все вместе 40 башен. А здесь в одном руке, и притом не просто эти башни ранее, они до 12 века, те, которые в Сванете, а эти поздние средневековые, то есть приспособлены для огнестрела. И некоторые из них очень знамениты. Вот верхние 2 башни, это Махамата Томаева и Саплиева. Они еще и знамениты своими происхождением. И вот эти башни не разрушены. Они стоят разрушены, и они разрушались. В последнее время раз они разрушились, уже доразрушились во время землетрясения, которое было в 90-е годы. Их уже и даже не увидишь. Вот едешь по селу и вниз спускаешься, увидишь там фундаменты этих развалин, этих башен. Их было много. Может быть, их не было 100. Если почти каждый имеет башню, наверное, 50-70 их было. Башня, это говорит о том, что вот эти все сказки о том, что сама Чабло там или что-нибудь такое, отпадают сразу. Потому что никакой достойный хозяин, имеющий свою башню, не может никому подчиняться. Просто физически не может. Он хозяин. Башня у осетин – это символ хозяина на место, на землю. Когда спорили, это моя земля, нет моя. Покажи свою башню. И показывай. Вот, нам же надо думать о своем народе, о будущем. Покажи миру. Сделай визитное лицо, визитную карточку республики. У нас должно быть что-то такое национальное, родное, которое показало, и ты его ни с кем не спутаешь.